Трусость спрашивает, безопасно ли это. Целесообразность спрашивает, благоразумно ли это. Тщеславие спрашивает, популярно ли это. Но совесть спрашивает, правильно ли это. И приходит время, когда нужно занять позицию, которая не является ни безопасной, ни благоразумной, ни популярной, но ее нужно занять, потому что она правильная. Мартин Лютер Кинг. Сильная буря легко валит слабых, выдирает с корнем нередко, слабых и неискушенных. Слишком легко просчитаться. Иногда перед взрывом ветер стихает. Но если буря кажется вам неподвижной, значит, она движется прямо на вас. У вас тоже вторая, да, сегодня? Да, сегодня тоже вторая. И как после первой? Нормально. Не было температуры Даже себя. ничего не было? Нет. Хорошо чувствую себя. Потому что все-таки дома у меня и отец взрослый, и жена, чтобы не заразились домашние. Все-таки я считаю, что прививку надо делать. Человеку свойственно ошибаться, а вот современная вакцинология ошибается крайне редко. Даже в цейтноте. Быстрая вакцина не значит опасная вакцина. Эти жители Арска не могут знать этого наверняка, но они привыкли доверять медицине в таких вопросах и не привыкли мешать в одну кучу науку и политику. Это уже вторая прививка для некоторых из них, и им уже объяснили, что мгновенного эффекта от вакцины ждать не стоит. Вакцина не силовое поле вокруг человека. Вирус может проникнуть в организм, но не может натворить там делов. И то не сразу, а лишь через минимум 40 дней. После прививки должно пройти еще 42 дня после первой прививки. После второй прививки через 21 дней только появляются антитела. Ну вот хорошо, что вам объяснили, вы же это знаете. Да? Я думаю, это фобии. Фобии всегда у людей присутствуют. На этих людях, как на первопроходцах, большая ответственность, конечно, сейчас. Каждому нужно постараться поберечь себя в эти 40 следующих дней, чтобы дать организму время на выработку антител. И тогда в 95% случаев антитела будут. И хотя экспресс-тест на антитела не лучший способ определения наличия иммунитета у человека, часто очень показателен даже он. Если есть такая возможность, я решил тоже сдать тест на антитела, поскольку к настоящему моменту уже почти месяц прошел после того, как у меня была первая прививка. Возможно, что сейчас мы можем увидеть результат этих прививок, который интересен также, конечно, и мне самому. Шансов мало. Прошло меньше 10 дней после второй прививки. Экспресс-тест – это 10 минут. Поэтому подождем. И отправимся пока в Чистополь. Хочется сказать привет, но, по-моему, теперь надо говорить привит, да? Привет. Да, 14 января я первую дозу гам-ковид вакцину получил. Да? Никаких ощущений я не ощущал. Просто вот когда вот место трогаешь 2-3 дня, оно немножко побаливает, и все. А вот в Чистополе первопроходцами были медики, в том числе врачи, медсестры, санитары местного временного инфекционного госпиталя. С себя начали, я так понял. Да, я привилась. Не страшно было? Нет. А знаете, сколько слов сейчас ходит? Ну и что? Что от вакцин заразиться, можно умереть. Нет, все равно мы все прививаемся. Вся моя семья в листе ожидания. Все ждут, когда будут всех прививать. Вы сомневались в вашем решении? Нет, я в этом не сомневалась, потому что нужно прививаться, все прививки мы делаем. А вдруг Чистополь будет самым чистым городом Татарстана? Ваши слова, да Богу в уши. Госпиталь сегодня то ли наполовину полон, то ли наполовину пуст. Никто не знает, что будет. И, как говорится, хочешь мира, готовься к войне. Говорят, нет абсолютной свободы от бури. Есть лишь мир среди бурь. Медики понимают, что болезнь очень липкая. Либо заболеешь, и в какой форме рулетку играть не надо, лучше привиться. Здесь вот в окружении пациентов ваших. И вот так думаешь, а может месяц назад была бы вакцина? Да. И сейчас и не было бы этих пациентов, да? Меньше было бы работы, меньше было бы осложнений у этих пациентов. Качество жизни было бы другое. Прививаться согласен? Я думаю, обязательно. И своих близких Обязательно. родителей? Я не знаю, можно ли после этого, но я можно думаю, будет, обязательно.
Через 3-6 месяцев Можно будет и после этого. Обязательно. Потому что то, какое состояние было, температура под 40, жить не хочется, поэтому я буду прививаться обязательно. 79 медиков привили в Чистополе. И жителям района и города досталось пока, конечно, совсем чуть-чуть, 116 комплектов. Однако уже на следующей неделе ожидают новую партию. Желающих много. Здесь как-то научились объяснять людям, что им полезно, а что нет. Очевиден выбор между злокачественной и доброкачественной инфекцией, а вакцина – это инфекция доброкачественная. Да, можно заразиться коронавирусом в первые дни и недели после прививки, но уж никак нельзя заразиться вследствие нее. Ну, говорят, вот можно подождать, авось пронесет. А если авось не пронесет, тогда как быть? А мы ведь в возрасте. Никто не застрахован. Может быть какой-то процент осложнений, но он не сравним с теми вот потерями, которые сейчас происходят, да, в обществе. Сколько смертей, сколько останется потом пациентов инвалидами, и что там дальше ждет этих людей, переболевших. Это намного серьезнее, в общем, опасность такая. Наверное, и глава Чистопольского района Дмитрий Иванов, прививаясь на этой неделе, тоже понимал, что лучший риск – это обдуманный риск. И вместе с ним на этой же неделе это понимали и другие его коллеги, главы Дрожжановского, Бавлинского, Верхнеуслонского районов, глава Минцифры Республики Айрат Хайруллин, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин. 60% населения необходимо привить в стране, заявила в Казани на этой неделе главный санитарный врач. Президент республики считает, что это будет выполнено. Хочется верить. Еще очень многое необходимо объяснить людям. Вот почему, например, даже спустя месяц после первой прививки экспресс-тест не показал таки у автора этого сюжета наличие антител. И что ему думать об этом? Я должен расстраиваться, но я расстраиваться никак не буду, потому что я понимаю, что это не единственный тест для определения того, сформировался ли у меня иммунитет после обеих прививок. И я знаю, что кроме гуморального иммунитета, который мы сейчас измеряли, существует иммунитет еще и клеточный. Это так называемые Т-лимфоциты, которые вполне у меня могут быть, и которых вот так быстро сразу мы определить, конечно, не можем. В любом случае, даже если бы здесь появилось хоть 10 полосок, я в любом случае понимал бы, что все это происходит не так, конечно, быстро, и надо дождаться хотя бы 40 дней после первой прививки и 20 дней после второй. И даже если бы эти полоски здесь сейчас были, я, конечно, ни в коем случае не считал бы, что я абсолютно защищен от коронавируса, и люди абсолютно защищены при этом от меня. И я, конечно, продолжал бы делать то, что я делаю сейчас, использовать все меры предосторожности, даже после того, как я считаю, что я полностью от этой болезни защищен. Сильная буря легко валит слабых. Нет свободы от бури. Есть лишь мир среди бурь. Поразительно, но в самом центре страшнейшего урагана есть место, где урагана нет. Это глаз бури. Впервые за целый год мы видим его. Это возможности. И они растут на наших глазах. Теперь нужно расти и нам тоже. Никто и ничто не может быть прежним после бури. И сейчас еще пока война, но вроде как между войной и миром мы какой-то, как никогда. наверное, но все-таки есть надежда. Да, не то, что надежда, мы обязательно это победим. Михаил Любимов и Роман Безменов. 7 дней.